Наркомания, бесцельная стрельба на свадьбах, несоблюдение правил дорожного движения. В Доме культуры сельского поселения Кантышево обсуждают те вопросы, которые требуют комплексного подхода. В актовом зале Дома культуры собрались все те, кто может и обязан по долгу службы решить эти проблемы. Обозначенные на встрече вопросы – это проблемы не только сельского поселения Кантышево, а всех жителей республики. В их решении нужны жесткие меры правоохранительных структур совместно с органами государственной власти и религиозными деятелями. Поэтому их представители и присутствуют здесь. В последний месяц тема со свадебными кортежами приковала особое внимание. Их участники гоняют на высокой скорости, нарушают правила дорожного движения, ведут бесцельную стрельбу. Для самих нарушителей это просто забава, а для других – головная боль. Кортеж едут не 4-5 машин, а целые 30, даже 50 есть. За рулем этих кортежей, я имею в виду за машинами, несовершеннолетние, которые имеют право на управление. Есть у нас эти такие случаи, это не просто голые слова. Проблема в наказании за бесцельную стрельбу в том, что стреляют в основном из охолощенного оружия. Оно не подлежит регистрации, приобрести можно в магазине без каких-либо разрешительных документов, его не отследить, а соответственно и стрелявших не найти. Бесцельная стрельба нарушает грубо общественный порядок, создают большие неудобства. Федеральная автомобильная дорога, которая у нас проходит через нашу республику, кто только оттуда не ездит. И гости, и со всех субъектов Российской Федерации. Ну, сейчас никому не секрет, телефон у каждого есть. Потихоньку снимают, скидывают интернет, вот и резонанс. Проступок совершает один человек, а пятно падает на республику. Что говорят? Вот Ингушетия, понимаете, Кавказе непорядок. Этот вопрос, как и количество машин в свадебном кортеже, жители Кантышева уже обсудили во время встречи 14 сентября. Новые правила для кортежей в селении четко разъясняют, кто может поехать за невестой в день свадьбы. Так, свадебная колонна состоит из 4 машин. Если кто-то нарушит, получит штраф – 50 тысяч рублей. Такая же участь ждет и тех, кто будет вести бесцельную стрельбу. Аль-муслиму мансалим аль-муслимуна мин ядихи ва лисанихи. Истинный мусульманин – это тот, от руки и от языка которого обезопасены другие мусульмане. Это самые основы, самые первые слова, которые должен знать человек. Вот на основании этих слов мы можем действовать. А вот жители Далакова к нарушителям тишины на свадьбе отнеслись немного снисходительнее. Здесь штраф в 2 раза меньше, чем в Кантышево. Провели тоже собрание, и решение такое. 4 машины. Тот, который нарушил вот этот общественный порядок, движение, его штрафовать будет общественность. Это я имею в виду село. Вот такое решение. На встрече помимо нарушений в свадебных кортежах обсуждали и другие проблемы, которые волнуют как население, так и сотрудников полиции. Среди них мошенничество и аптечная наркомания. В психоневрологическом диспансере региона на сегодняшний день стоят на учете свыше 1500 человек. Причем это только те, кто попался. Мы решили наконец-то хоть как-то взяться за эту работу. И я считаю, что те вопросы, которые сегодня мы обсуждали, это вопросы волнуют население, которые принимали участие. Имамы высказались те пожелания, которые они приняли уже решение в каждом селе своем. И мы, как общественный совет МВД и как руководители ведомства МВД Республики Ингушетия приняли направления, которые они работают. Да, действительно, им нельзя нарушать букву закона, но все равно будут относиться к тем нарушителям более строже. Мероприятие в Кантышево – это только начало пути. Такие встречи в течение 1,5 месяцев планируют провести во всех населенных пунктах республики. Муслим Ганиев, Майрбек Миржоев, Новости 24.